Уже по заведенному порядку в 8 часов утра Хусейн Цычоев заступает на свой пост. Охранник работает в детском саду с апреля, но заработную плату так и не получил со дня работы. За решением этого вопроса местный житель вместе со своим коллегой обратился в прокуратуру Малгобекского района. Последняя зарплата. Ну, хотел знать, долги тумалу, хану долги, хадолж дикхидут. Бухакаига, ватсен долги еще. وصق بيحكي بيش حملات إذا ده что долги сегодня, долги муважа, так это хадолж бахат. На жалобу работников откликнулись местные депутаты, которые уже потом передали ее в Народное собрание. С целью выяснить ситуацию на место выехали депутаты парламента Магомед Дарсигов и Мустафа Цуров. Как выяснилось, официальное открытие садика в селении Нижние Ачелуки состоялось еще весной этого года, но само дошкольное учреждение до сих пор не приняло 220 дошколят. Пустые помещения, гардеробные, спальни содержат в чистоте и уюте так называемые работники сада, потому как официального договора на рабочие места нет ни у кого. Ведь само заведение на балансе у Минстроя региона не значится. С работниками, которые охраняли этот объект, до его принятия Министерством образования, все трудовые отношения должно было поддерживать или Министерство строительства, или подрядчик сам. Но сегодня ни тех, ни этих нету. Люди работали, их вопросы надо решать. Вот сейчас будем искать выход какой-то. По словам временно исполняющей обязанности директора дошкольного учреждения Петимат Дахкильговой, при приеме на работу сторожей, как и весь будущий персонал детского сада, заранее предупредили, что до открытия заведения работать придется на добровольных началах, без заработной платы. Со слов исполняющей обязанности, она никакие акты ввода не подписывала. Но она и не могла подписывать, потому что официально она сегодня не является работником Министерства образования, потому что эта должность должна пройти конкурсный отбор. Это временно исполняющие обязанности, которые на процесс строительства и проведения лицензирования здесь назначены. Со словами заведующей согласна и одна из работниц, Лида Киева, вопросов к заработной плате у нее нет. Единственное, что волнует, когда же учреждение наконец заработает. Детский сад обещали ввести в рабочий режим с начала сентября. Прошел месяц, а надежда, что совсем скоро сюда пойдут ее внуки и другие дети села, стала угасать. садики бах эйта бож, бог лоица бах, хабу бог ботш, заработки цар вообще. Да бирж садики да что это мот гяст, с проблемитра. Просто яхар фды я садик хахнил жастун. Я сан социалат жер, хатсилеш, вроде готовы ел духми ер. Чтобы люди начали получать зарплату, дошкольное учреждение должно начать работу, а для этого нужна специальная лицензия, подтверждающая соответствие заведения всем нормам. И в ближайшее время, как отмечает представитель Минобра региона, объект будет лицензирован. Лицензии лицензии ханчутеха и садики запустить должен. Лицензию яс пока ханялчи МЧСу разрешение елечи, Роспотребнадзору разрешение елечи. Дальше в ближайшее время из лицензии ханчутеха и садики запустить Лицензирование объекта – это официальный документ, подтверждающий, что само заведение полностью соответствует всем нормам – противопожарным, санитарным. С этим проблем нет. Вот только, как отмечают местные депутаты и жители села, само здание далеко от требуемых стандартов строительства. Работой подрядчика здесь не особо довольны. В этом детском садике уже 6 раз ремонт сделал плитки худших. Я отъехал плитки, городу очудил латер, до отбудил я очуд плитки без основания, хая и волндер. Садик школа да аюдыш высокой линии. Якова людер стройки шхан школа да хая харс. مثلا سخرت عدالك خوجي تحش قول دايغيت بيرش تحلش قول سات أبوجي فناخ هم قولي أباستني وسقولت ليني لا سادق تحش قول دايغ قزيلتشي مجي إزمه حتى ديش تعبخر خوج زدي أندات но сбеги должен мудать. Кто должен эти нарушения устранить? Устранить нарушения подрядчик должен устранить. Нарушение стандартов при строительстве объекта полбеды, делятся жители. В заведении нет отопления. Причина ясна. Если садик не значится на балансе, с кем же представителям газоснабжения заключать договор? Но откуда же тогда взялась довольно внушительная сумма долга за газ? Долг по потреблению газа 153 тысячи, кажется, вот долг есть у него, на нем числится.
но чистится фактически, вот, как говорится, на садике. Ну, отопление не включали, на садик отопление не включали. Значит, когда он проводил ремонтные свои работы здесь, он полностью застройку проводил, с того времени долг чистится. Но если объект не сдан в эксплуатацию, если здесь впустую газ здесь или пустую горел, или это показания, которые на счетчике стояли ранее. Сейчас в этом вопросе надо разбираться с Межрегионгазом, точно определять и смотреть, когда подключали газовое хозяйство, может быть, на этом счетчике уже стояли какие-то показания. Все эти договора будут заключены после получения лицензии, отмечают народные избранники. А пока необходимо решить вопрос с ведомствами, ответственными за этот объект, чтобы привести его в порядок. Будем сажать за стол и Минстрой, и Минобр, и Минимущество и разбираться, кто является собственником этого объекта, кто подписывал эти акты ввода, эксплуатацию, кто взял на себя эту ответственность. Вопрос, когда же дети смогут пойти в детский сад, остается открытым. По словам главы администрации, такая возможность выпадет только в следующем году. Когда садик строился, в бюджете усмотреть на содержание, на 20 год, он на содержание, с 2020 года он будет функционировать уже. Оформить объект обещают как можно скорее. А проблемы, выявленные при его сдаче и до сих пор не устраненные, народные избранники намерены обсудить на совещании уже с представителями ведомств. Дана Плеева, Хамзат Халухоев, Новости 24.